Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорил, наши дорогие гости в нашей студии. Сейчас отличная возможность всем тем, кто любит спорт, кто хочет быть спортом, кто хочет заняться спортом. Мамы, папы, у кого есть братики, сестренки, маленькие дети, взрослые парни. У нас в гостях замечательные спортсмены. Тейквондисты, а также сегодня их профессиональный праздник, 4 сентября. Да. Поэтому они сегодня пришли к нам в гости, чтобы мы их поздравили, вы их поздравили и просто рассказать про тейквондо. Чувствую себя защищенным. Так, представь наших гостей. Доброе утро. Хотела бы поздравить вас сперва, а также представить нашим дорогим гостям и телезрителям. Тохтурбаев Убайдулла Фаттулаевич, президент Академии тейквондо Кыргызской Республики. Дальше сидит ученица Талайбекова Амина. Дальше сидит наш прекрасный тренер. Так, молодой, секунду. Да, Боталиев Азиз. И спортсмен, атлет. Да я вижу по наградам, шутить в эту сторону я не буду. Муратбек Улуатай, доброе утро вам. Доброе утро, друзья. Поздравляю вас с праздником. Сегодня 4 сентября, день тейквондо. Спасибо, что пришли, да? Конечно. Ну, для начала, наверное, все-таки начнем с старших, как полагается. Как давно вы делитесь своим опытом для всем молодым ребятам, прекрасным маленьким девочкам? Спасибо. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нас сегодня в такой знаменательный день пригласили на свою передачу. Нам очень приятно. 4 сентября является Международным днем тейквондо, который празднует весь мир. В 1994 году, 4 сентября, в Париже на ассамблее Международного олимпийского комитета тейквондо был признан как официальный вид спорта. И с того времени, получается, 4 сентября всего мировое тейквондо празднует этот праздник именно 4 сентября, день тейквондо. Поэтому спасибо, что сегодня сделали именно на нас акцент, нам очень приятно. Теперь немного о нашей организации расскажу, о своем личном опыте. Академия тейквондо была у нас создана в 2014 году. Уже мы работаем на протяжении 6 лет у нас в Кыргызстане. Географически у нас наши тренеры задействованы и на юге, и на севере Кыргызстана. Общее количество занимающих более где-то 1000 человек у нас в организации. Вау, много. Организация таки большая, очень много перспективных детей у нас в организации. Буквально в 2019 году мы провели 5-летие Академии тейквондо. На высшем уровне прошло данное мероприятие с участием 5 стран. Очень много ребят, которые выезжают на международные соревнования, принимают на рейтинговых турнирах. За это время модернизировали судейство, подняли квалификацию судей. Что касается моего личного опыта, то на протяжении 20 лет я преподаю тейквондо в Кыргызстане. Можно сказать, что я начал заниматься тейквондо у основателя тейквондо Кыргызстана. Это было еще в советское время, в 1989 году. Мне кажется, тогда вы переняли большой опыт и сейчас им, наверное, делитесь со своими учениками. Ну да, я стараюсь сделать то, чтобы мои ученики превозошли меня, да, получается. Ну, конечно, успех любого тренера заключается только в его ученике. Это, мне кажется, даже никаких слов в этом плане не нужно. Но мы видим, что вот у ваших учеников очень много медалей. Я потом одну себе заберу, буду ходить такой, вот он я тоже. Ну, скажите, как проходят вообще соревнования? Самые сильные, запоминающие соперники, может быть, с каких стран? Расскажите о ваших медалях. Как давно вы занимаетесь? Приходилось ли вам бить людей? Нет, бить людей не приходилось, конечно же. Я занимаюсь сам тейквондо уже более 13 лет. Начал заниматься с 1 класса. Выступал на различных соревнованиях на международных уровнях. Занимал на международных соревнованиях призовые места, на наших соревнованиях выступали. Самые сложные были, это я ездил в Корею, это еще давно было. Ну, в основном сложные соревнования и такие более перспективные. У нас международные соревнования происходят, там со всех стран участие принимают, и соперники более опытные, более сильные все. И с ними, вот, когда дерешься или еще что-то, ты получаешь сам себе опыт от них, как бы сказать, и продвигаешься еще больше. Чем больше ты на международных соревнованиях будешь выступать, у тебя тем больше будет опыта, а дальше уже азиатские игры, и так по соревнованиям по миру и так далее.
будешь ездить. Ну, слушайте, Классно. вот вы правильно насчет услышали, что более сильные соперники и получаешь опыт. Часто, вот вопрос к вам поэтому, часто говорят, когда молодые парни только устраиваются, идут в спорт в какой-либо, все всегда говорят там, смотрят в интернете, сейчас же все умные, все через интернет, и всегда говорят, вышел в первый день, выйди против самого сильного, каждый день занимайся только самым сильным соперником, через месяц у тебя будет результат, как люди, которые ходят, занимаются годом. Правильно ли это или нет? Я считаю, что их мнение немного ошибочно. Почему? Потому что если ты пришел в новый коллектив, тебе сначала надо немного набраться опыта, морально подготовиться к этому, психологически подойти к этому, повысить свой уровень мастерства, а потом уже начинать заниматься и практиковать свой опыт с более успешными спортсменами. Почему? Потому что если ты пришел в спорт и ты неопытен, то могут быть плачевные последствия в виде каких-то травм. То есть, если ты пришел и вызвал, там, например, на спарринг какого-нибудь более опытного спортсмена, соответственно, у этого спортсмена опыт намного преобладает твой, и тем самым он может тебе нанести какое-нибудь увечье. Если ты, например, не умеешь самообороняться, не умеешь защищаться, то есть это мое видение такое. Поэтому у нас, если даже новенький спортсмен приходит, он в ближайшие полгода у нас не спаррингуется. Почему? Потому что мы сначала закладываем базу, специальную физическую подготовку, а потом уже потихонечку он начинает спарринговаться, свои отработанные удары, навыки именно практиковать с противником, да? И желательно именно такого же уровня противника. Тогда уже видишь, что он потихонечку начинает расти, можно уже подбирать более серьезных, более опытных спортсменов и противников для него. А со скольки лет к вам приходят ученики и какой желательный возраст? Ну, я считаю, что самый желательный возраст это вот 5-6 лет как раз для детей. У нас тренируются так же, как и мальчики, так и девочки к нам приходят, занимаются. Поэтому вот самый оптимальный возраст для занятия тэквондо 5-6 лет. А во сколько лет можно получить черный пояс? И в чем различие поясов, цветов? Там еще черный пояс делится на даны. Вот в чем различие? Но получается, что в тэквондо 10 поясов, начиная от белого, это самый первоначальный, когда ты пришел, и черный, да, это тот пояс, который тебе дает право в будущем принимать участие на чемпионате мира, на чемпионатах Азии, на рейтинговых турнирах. Почему? Потому что без черных поясов, без черного пояса ты не будешь допущен, ты просто аккредитацию не пройдешь. И получается, с каждой аттестацией, которая у нас проходит на пояса, с каждым мероприятием, связанным с защитой на пояс, спортсмен приобретает более серьезный опыт, получается. И к черному поясу, который можно получить за 3 года, за 3,5 года, я думаю, немало усилий стоит приложить к этому. Почему? Потому что уровень с каждой аттестацией более сложнее. Поэтому те, кто сдают на бело-желтый, желтый пояса, и если сравнить на защиту на черный пояс, то это как небо и земля получается. Наверное, тогда у тренера спросим, сколько вы лет уже преподаете? С основания Академии тэквондо уже на протяжении 6 лет, 6-й год пошел на данный момент. Вот, уже под моим руководством более 70 учеников. Вот, как вы видите, один из представителей моего спортивного сообщества здесь сидит, Талайбекова Амина. Она уже участвовала на различных соревнованиях городского уровня, также и международного уровня. Вот. А приходя родители и приводя своих детей, они у вас спрашивают то, что будет ли это болезненно, будет Насколько ли они это травма бояться? опасна? Да. Потому что родители боятся за Да. своих детей. Каждый родитель за своего чада беспокоится, и постоянно они боятся разные угрозы. То, что вдруг во время тренировок они получат какие-то увечья. Нет, у нас тэквондо, всемирное тэквондо наше, она более щадящая и гуманнее среди, например, других видов спорта. Ну, я так скажу, для детей это самый оптимальный вариант, где основная философия это не только спорт, а отношения и уважение. Вот, да, кстати, можно будет спросить про цель вообще боевого искусства. В чем? Защита, нападение или что? Нет, ни в коем случае не нападение, это Нападение, самооборона. отбирание. Просто есть те люди, которые занимаются тэквондо и карате, и потом они используют не во благо, а наоборот. Бывают такие случаи.
Ну, в основном наша философия это защита. Это, мы изучаем тэквондо только для самозащиты, для философии внутреннего разностороннего мировоззрения, потому что тэквондо это не только спорт, только подраться, но это имеет глубокий смысл как бы воспринимать мир и как относиться к другим людям. Ну и вопрос для нашей самой, не обижайтесь, самая главная гостья. Как давно ты занимаешься тэквондо? И расскажи о своих медалях и о соревнованиях, пожалуйста. Ну, занимаюсь я тэквондо уже не так много, 1,5 года. Участвовала в городских и в международных соревнованиях. Тяжело ли было выходить на спарринг? Боялась ли? Ну, первоначально, да, было страшно. А потом я начала уже привыкать, и было уже не так страшно, привычно. Вот было ли такое, что выходит партнер не девочка, а мальчик и бац, от Да, тебя? было. Было? Как спокойно Боялась? все, да, было. Мальчишки в Боевая школе, девочка, в школе мне за кажется. косички, я смотрю, понимаю, как понимаю, не дергают, все, лишний раз не подходят. Ну, мои одноклассники не знают, что я занимаюсь тэквондо. Ну, мне кажется, теперь они это знают, и многие из них такие: о боже, зачем я тогда что-то сказал? Буду теперь таскать сумки, помогать во всем. Ну и можно будет ли все-таки, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, какая польза от тэквондо, что можно приобретать, каким ты человеком можешь стать, и показать Пару это все на, приемов. так сказать, да, на досках, которые приготовили. Давай, Амина, начнем с себя. Хорошо. Так, снимаем Давай, медали. Давай, я тебе помогу. Ух, сейчас, мне кажется, Интересно, как она если выдерживала сейчас все одноклассники увидят, они вообще, мне кажется, будут в шоке. Так, мы готовы? Так, Вы наверное, готовы? Да. Так, диагональ лучше. Вот так, да? Повыше чуть. Тихо. Тики. Берем. Да, тики. У-ху! Я в шоке. Я думал, я вообще-то хотел сказать, может, доску пониже как-то, может, не достанет, ничего себе, вот, честно, очень круто. Да. Просто супер. Сейчас более опытный стал. Левой ногой. Да, тихуля. Да, вот так. Чуть-чуть повыше. Так. Оп. На всякий пожарный, доски разлетаются, страшно прям. Если что, я буду отбивать. Со скоростью света. О, Господи. Так, я все свои шутки беру обратно, я извиняюсь глубоко. Вы очень умный, харизматичный. Одной рукой. Так, ты это видела, как они Да. полетели? Да, хотя я себя закрывать буду. Так, прикройся вот так. Так, я сказал, что вы харизматичный, я извиняюсь. Не, это круто, здорово. Вау. Вы сказали, что вы занимаетесь 1,5 года. Видите, я уже не на ты, а на вы перешел. Ух, как вспотел-то как, а? Занимаешься тэквондо 1,5 года, и это мало? Да, это только начало. Это начало большого Ничего пути. себе. На черном поясе не завершается этот путь. Дальше очень много дверей. Да. Ну, слушайте, расскажите о поясе. Это какой уровень? 2-й, 3-й, Да, он 4-й? зеленый, желтый какой-то. Да, это желто-зеленый пояс. Уже не новичок. Так. Уже Мы средний это уровень. увидели. Вот. Дальше по градиентам уже идет зеленый, синий, красный и черный пояс. У него уже полпути осталось вот, до черного пояса. Но как я еще ранее сказал, то что черный пояс это еще не предел. А можно вопрос такой? Да. А в чем различие тэквондо от других видов боевого искусства? Ну, например, карате. Айкидо, возможно. Нет, ну айкидо-то понятно, вот карате. Ну, мне вот, например, я не знаю. Мне интересно. Ну, можно я отвечу на этот вопрос? Можно. Тэквондо и карате это являются восточными единоборствами. Первое самое отличие это их происхождение. То есть карате это является японским видом спорта, а тэквондо является Корейским? южнокорейским видом спорта. Да? Это первое. Во-вторых, у нас техника ведения боя полностью отличается. Амуниция,
внешний вид, форма даже, внешний вид спортсмена отличается. То есть у них, у карате, насколько я знаю, у них кимоно, оно складывается как халат. А вот наше течение тэквондо, оно одевается вот именно такой вот V-образный ворот, да, получается, что не разделяется. У нас называется форма дабок. То есть мы используем корейскую терминологию, а в карате используют японскую. И раньше было такое отличие, что тэквондо был олимпийским видом спорта, а карате нет. Но сейчас поговаривают, что карате тоже вошло в программу Олимпийских игр. И вот в Японии на Олимпийских играх, которые должны были состояться, да, которые перенесли, вроде бы уже карате был заявлен как олимпийский вид спорта и должен был там быть представлен. Ну, я, кстати, наоборот думал, что тайквондо это японское, может быть, в этой стороне. Мало знаете. Да, мало знаю. А можно ли в тэквондо прийти в позднем Вот, например, в возрасте? моем. Вы знаете, тэквондо, он такой вид спорта, в котором возраст не ограничен. То есть в любом возрасте могут прийти и заниматься. То есть тэквондо, он для всех возрастов открыт. У нас нет таких ограничений, что там только дети занимаются или подростки там. Нет, в любом возрасте можно прийти, главное, чтобы у тебя было желание прийти и именно научиться тэквондо в практике. Почему тэквондо это не только спорт, это образ жизни. Ну да, как вы сказали ранее, что для самообороны как относится, тут уже человек становится человеком, мне кажется. Да, вот скажите, вы как тренер, столько ребят уже, у вас тоже опыт большой. Приходилось ли все-таки где-то на улице, вот всегда же бывает так, вот открыто, идет человек, вот занимается спортом, и не занимающийся спортом человек, вот я не знаю, чем, да, вот он думает, и он такой, дай-ка я сейчас его проверю и докопаюсь ли и так далее. Бывало ли все-таки такое, сталкивались? Ну, в жизни, наверное, у каждого мужчины такое бывает. И не только у мужчины. Но философия тэквондо это все-таки в первую очередь самооборона. Вот. Но также и по философии, если брать, то что человечность и отношение, его уважение к окружающим. То есть даже если бы там не применять свои профессиональные навыки на улице вот, и в своих целях. Ага. Как вы сказали то, что после того, как получил черный пояс, открываются новые двери? Может, наверное, спросим у спортсмена, что вы уже планируете после всего этого и после черного пояса? Ну, я еще добавлю, я вот профессиональный спортсмен, я не закончил никак, на себя крест не поставил, мастер спорта Кыргызской республики и параллельно я еще инструктор. После черного пояса у нас данные идут. Я третий дан сам имею. Третий дан позволяет уже быть инструктором, уже дальше продвигаться. И у нас возрастные ограничения имеются по данным. Так просто сразу получить все данные не получится. Так один сдал и потом сразу на следующий пошел. Там год, два, три определенный период времени надо подождать, а потом сдавать. А сколько вообще данов? 7. 7, да? Вы на В общем, в третьем, тайквондо коррупции нету. Нет, 9 данных, ошибся, 9. 9? Да. Вы уже на середине третьем, да. пути, да. Ну, здорово, слушайте, будет приятно вообще знать, когда, лучше же, когда молодое поколение пропагандирует здоровый образ жизни, это гораздо лучше, и это радует. И самый такой вопрос, много ли в нашей стране любителей тэквондо, которые хотят заниматься, я слышал, 1000 вы сказали, но с каждым годом же какая-то там, идет же подсчеты какие-то, может быть, с каждым годом Статистика. да, Да. людей все-таки больше и больше. Ну, с каждым годом вообще тэквондо большие обороты набирает. Почему? Потому что мы даже вот в Ютубе забивали в Гугле просто для себя, да, посмотреть информацию. Оказывается, по численности занимающихся по всему миру тэквондо занимает 2-е место после футбола. Вау, ничего себе. Именно Я не знал. в мире тэквондо занимает по количеству занимающихся 2-е место. И во Всемирную федерацию тэквондо последняя статистика, я видел, 209 стран входят. Плюс еще одна страна. Было вот так написано на официальном сайте Всемирного тэквондо. Официальные члены Всемирной федерации тэквондо 209 стран, плюс одна страна. Получается 210. Ну, наверное, что ж, тогда, да. да, у наших гостей
по одному же пожеланию. У юной девочки спросим, каково это быть. Пускай она пожелает, может быть, тоже своим ровесникам. Ваши пожелания можете поздравить своих коллег, и будет интересно. Спасибо. Мне бы хотелось поздравить всех наших соотечественников, всех любителей тэквондо, всем, кому этот вид спорта не безразличен, с Международным днем тэквондо. Пожелать вам всем крепкого здоровья и чтобы вы все занимались спортом, вели активный образ жизни. Вы? Я поздравляю всех с праздником тэквондо. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. Занимайтесь спортом, да? Занимайтесь спортом. Особенно моим одноклассникам. Но мне кажется, от увиденного они будут теперь заниматься спортом. Слово замечательному тренеру. Ну, всех поздравляю со Всемирным днем тэквондо. Вот, как сказала моя ученица, всем желаю крепкого здоровья на фоне пандемии. И всем благополучия и здоровья. Я для спортсменов желаю, чтобы они не останавливались ни в коем случае на достигнутом. Поскольку у всех спортсменов бывает период, когда хочется бросить таэквондо, либо любой вид спорта, желание отпадает там ходить или еще что-то. Лучше, раз ты начал и достиг определенных результатов, лучше продолжить, не надо бросать. А для тренеров, инструкторов я пожелаю крепких нервов. Это того стоит. Ну что ж, с праздником вас еще раз. Крепкого здоровья, успехов, пополнения в ваших рядах.